Ну, я же столько тут живу, я знаю, туда выйду на Рябцево, что я не еду, сюда на Дубровку, туда это самое, база это самое. Я знаю, что... Нет, Брещанка Нина Соболевская уже 25 лет собирает грибы в маленьком лесу буквально в 5 гектаров по улице лейтенанта Рябцева в Бресте. Чтобы заблудиться, как говорят в народе, в 3 соснах, надо хорошо постараться. В этом году много грибов? начались уже есть. Лесополоса недалеко от Брестской областной больницы тоже популярное место для тихих охотников. Выбор места тоже обусловлен в том числе и безопасностью. Потеряться здесь сложно. Если я боюсь, то я тогда не иду, если я не уверена. Или в знакомые места? Да, или в знакомые места. Но, к сожалению, не для всех грибников в приоритете осторожность. Нередко азарт берет верх, и граждане в поисках даров леса заходят слишком далеко. От своих машин, от дороги и даже населенного пункта. В таких случаях на помощь приходит внештатная специализированная служба, созданная на базе пожарно-спасательного отряда управления МЧС. За его помощью в этом году обращались уже 12 раз. Поиски ведутся у нас как на транспортных средствах, служебные автомобили, аварийно-спасательные автомобили, также квадроцикл, возможно использование квадрокоптера. Основной вид поиска для нас – это поиск пешим ходом, то есть цепями определяется количество людей и цепью прочесывается местность поиска, сектор поиска. Что делать, если поход за грибами или просто прогулка по лесу обернулась опасностью? Если же вы все-таки заблудились в лесу, как себя вести, как действовать? Не паникуйте, сориентируйтесь на местности. Если под рукой есть мобильный телефон, вызывайте спасателей. Напомним, телефонные номера службы спасения 101 или 112. Расскажите, с какого района пришли, и опишите, что находится вокруг вас. Если мобильного телефона под рукой нет, вы не знаете, где находитесь, остановитесь на местности, не волнуйтесь. Главное в этой ситуации вам выйти к людям. Хорошим ориентиром будут линии электропередач, шум на дорогах, просеки, тропинки, а также река или ручей. Помните о том, что очень опасно выходить из лесу ночью. Начинает темнеть, займитесь обустройством места для ночлега. Подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Сделайте убежище наподобие шалаша, разведите костер, и для того, чтобы ищущие вас люди не прошли мимо, повесьте кепку на кусты, либо носовой платок, для того, чтобы привлечь к себе внимание. В службу спасения с начала года поступило более 40 сообщений о потерявшихся в природных экосистемах 48 людях. Причем 7 из них – это дети. Спасено 46 человек.